Добрый вечер, друзья! Я Петр Цепандин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Мы, как обычно, находимся в гастростудии ресторана «Мусхая» у наших друзей. И к нам сегодня пришел в гости Василий Местников, председатель Совета ветеранов Министерства внутренних дел Республики нашей Саха-Якутия. Вася, приветствую! Знакомы мы с тобой давно, так что предлагаю сразу на «ты». Немножко объясню про концепцию нашей передачи. Мы вначале тоже, конечно, тебе объясняли, да? Мы собираемся, что-то готовим, разговариваем, потом все это вместе пробуем. С чем ты к нам сегодня пришел? Так, ну, я обычно очень люблю ходить на природу и всегда с собой беру, моя фирменная, наверное, фишка называется, да, это вот крылышки. Так, хорошо. Но придется ее готовить уже не в природных условиях, а здесь. Прямо ну, жаль, что к нам не успел на летней нашей передаче, когда мы были на даче. Ну, что делать-то, да? Природа наша вносит свои коррективы. Ну, давай начинать. С чего беремся? Так, ну, в первую очередь, конечно, берем крылышки. Его хорошенечко промываем. Ты уже промыл? Да, я уже промыл, подготовил. И нам теперь осталось ну, только его посолить, промариновать, там, приправами добавить. Люблю использовать вот приправа хмели сунели. В нем есть очень много разных видов приправ. И немножко вот там... Так, ну, так я смотрю, это обильно, да? Да, она не острая? Не острая. Ну, как бы есть немножко там, ну, достаточно нормально. И немножко паприки, потому что это дает цвет красивый такой, красноватый цвет дает. Красиво будет, да. Вот, Ну, паприку я тоже люблю очень. Достаточно. И соль. Соль можно? Соль она перед тобой, я вот положил. Вот, хорошо. Так, первым делом маринуем, да? Да. Надо его приготовить для того, чтобы потом готовка была. Так, ты, скорее всего, руками будешь мять. Давай я перчатки тебе дам, или как? Давайте перчатки, Держи. если есть. Это, как говорится, для гигиены, да? Традиционный вопрос, который я всегда задаю своим гостям. Вася, ну, чем ты интересен нашим зрителям, да? Откуда ты родом? Немножко расскажи о себе. Так, ну, я родился в Усть-Алданском районе. Моя, наверное, фамилия даже об этом говорит, да? Фамилия Местникова, мы с Курбусакского наслега. Родился я в Борогонцах, но отец был военным, поэтому еще в 70-х годах его перевели в Вилюйский район, военкомат. И мы уехали жить уже в Вилюйск. Да, вот, но хорошенечко все смешали. В принципе, можно его пока поставить немножко. Да. Положить, чтобы она сама по себе мариновалась. Вот у нас мусорка стоит, бросайте, да. Хорошо. Так, теперь мы можем приготовить, есть такой салатик мужской, да, называется обжорка. Мы его любим всегда на праздники приготовить. Так, ты правильно произнес? Обжорка или обжарка? Обжорка. Да. Ну, то есть обжираться. Да, там, короче, это мясной теплый салат. У меня жена ему научила вот этому салату, да. Рецепт от жены идет. Я смотрю, мясо такое, да, вырезка такая неплохая. Так, мне, наверное, нужна будет твоя помощь. Тут надо будет морковку в терочке там. Потолочь, да? Да. Ну, пару штук морковок. Так, терочку мы приготовили. И ножичек острый. Какой из них? Ну, они все острые, да. Давайте вот. Давай мясо можно взять. Может, вот специальный поварской. Я из дома принес, только он неплохой есть. Он хороший, действительно хороший? Ну, попробуй. Да? Будь осторожен. Все, доверяю. Пойдет, да? Да, пойдет. Утром точил сам. Отлично. Так, беру морковь и смотри, терки разные. Ну, вот это пойдет, да? Да, крупным. Вот правильно, все. Начинаем. Так, мясо надо нарезать соломкой. Ну да, действительно обжорка. Ты так не слабо кусочки взял. Так, ну о себе. Ну, начал я, уже говорил, да, свою рабочую деятельность в Вилюйском районе. Сначала уехал в армию, отслужил. Это были 90-91 года. Сложное время тогда было служить. Уехал. Ну, я тоже тогда того же возраста, поэтому я понимаю прекрасно тебя, о чем ты говоришь. Служить уехал в СНГ, а получилось, что уже потом присягу пришлось еще и на Россию принимать. Вот. Служил я в военно-морском флоте. Рядом с нами был Русский остров. Я служил в Хабаровском крае, сначала учебку проходил, а потом уже перевели нас на Камчатку. Я попал на ракетный крейсер, который сейчас называется ракетный крейсер «Варяг», флагман Тихого океана. В то время называлось «Червона Украина». До сих пор ходит? Я на этот корабль попал, когда он еще только недавно спущен был на воду.
с первым экипажем. Возможно, даже, наверное, из якутов я там один, потому что когда я пришел, из Якутии были парни, двое русских парней были, один с Ленска, другой с Нерюнгри. Вот я их помню. С Якутии, по-моему, я был один-единственный. Вот. После армии, после службы, я сразу... У меня отец был уже тогда в органах работал и говорит, ну что будешь сидеть дома, валяться, давай, выходи на службу сразу. Я практически неделю только отдохнув после армии, уже пошел заявляться в органы внутренних дел. Поступил на патрульно-постовую службу, ну это значит ходить по улицам, да, и смотреть за общественным порядком, оперативно раскрывать преступления, которые вот сейчас тут объявили, да. После чего уже в 95-м году я поступаю уже в школу милиции, когда вот в Якутске у нас якутский филиал юридического института открывался. Сразу туда поступил, экзамены сдал, меня приняли и меня назначили командиром учебного взвода. Вот. С тех пор у меня уже как руководящая карьера началась. Так. Ну, это довольно быстро, да, так получается? Командир взвода – это офицерская, по идее, как бы должность, но нас тогда, я был тогда сержантом, меня назначили. Нас было 7 человек, вернее, 7 взводов было, 7 командиров и один старшина роты, из числа, которые мы поступили. Можно плитку уже поставить. Уже поставить, да? Да, куда его? На самую мощную поставить. Ну, давай на самую мощную. Она вот это. И на самую мощную я ставлю внимательно, потому что она тут, видишь, она нагревается махом. Быстро нагревается, да? Нагревается махом, да. Чуть-чуть подогреется, и надо будет масло добавить уже туда. Слушай, ну вот ты сказал, с армии пришел ППСником и поступил в школу милиции. Ну, то есть, получается, тебе же понравилось сразу же, ты квалификацию-то? Ну, я вообще как-то видел себя в какой-то... Все равно военным, да? Ну, то есть, и влияние отца, наверное. Наверное, ага. Военный. Хотели меня еще в армии там оставить уже по контракту, да? Но я почему-то подумал, что ну, научусь я военному делу, потом уйду на гражданку, и чем я буду заниматься, да? Я очень хорошим был зенитчиком-артиллеристом, одним из лучших во флотилии меня тогда называли, да? Вот. Ну, мы учебные стрельбы сдавали. Ну, изначально все хорошо стреляют. Ну да. Может, из-за этого? Даже в газетах даже писали, даже вот было такое. После чего, ну, я подумал, надо поехать все-таки домой, освоиться там, да, ну и все-таки, наверное, пойду по стопам отца. Вот. Поэтому, когда вот открывали юридическое, это же школа милиции, юридическое образование, да, образование, конечно. Я сразу с удовольствием, все, только прямым ходом, только в эту среду. Ну, у нас там экспериментальное было, мы 2 года очно учились, жили в казармах, после чего мы, уже можно добавлять, 3 года уже конкретно работая в органах, мы должны были, практикуясь, дальше 3 года заочно обучаться. Ну, я думаю, что как бы очень такой интересный период жизни был. Когда я учился в школе милиции, я уже там познакомился со своей супругой будущей. Она тоже в школе милиции? Да, она в школе милиции училась. Так, надо же. Любовь-морковь? Да, любовь-морковь, ну и все дела. После школы милиции меня начальник нашего якутского филиала юридического института приглашает к себе и говорит, Донской тогда был, говорит: Василий, давай оставайся у нас. Мы же тогда по направлению ходили, я с Вилюйска по направлению приехал, да, и Вилюйски-то меня ждали, что придет специалист и у нас будет работать. Ну, то есть они же тебя отправили в Да, а у меня тут еще и любовь-морковь, и еще и Донской приглашает и говорит: Василий, оставайся, ты у нас как бы командиром будешь. Мы, говорит, направление твое, ну, разберемся с этим. Ну, я с удовольствием остался здесь, в Якутске, дальше. Тем более любовь-морковь? Да, вот это существенную роль как бы сыграла еще. Мясо мы использовали жеребятину, она такая мягкая, сочная, ее очень долго не надо как бы обжаривать, а главное, чтобы по краям все обжарилось, и внутри все, в принципе, готово будет. После этого мы прожарим морковку, и надо будет еще лук сейчас приготовить. Лук порезать, да? Да, лук. Так. Чуть-чуть снял я. Так, это можно попросить, чтобы я перемешивал, ага. Вот.
После того, как, поработал я пару лет в школе милиции, после чего уже решил все-таки как бы милицейскую настоящую стезю податься. В транспортную милицию в речном порту мы тогда базировались. Вернее, я поступил на службу оперативным работником, оперуполномоченным в транспортную милицию. Вот. Поработал там немного, и в это время уже в МВД открывали еще одно подразделение, называется экологическая милиция. Мой отец в разрешительной системе в городе Вилюйске работал. И их руководство на меня каким-то образом вышло и говорит: вот ты у тебя отец там работает, мы видим в тебе как бы своего сотрудника. Иди как бы к нам на службу. Но я туда пришел на разговор, как бы, на беседу, и мне сразу же смотрю, там в коридоре несколько человек сидит. Оказывается, это отборный, конкурсный какой-то был. Да, потом... у нас это первая партия, да? Да, потом... Нет, да, первая партия обжарки, потом мы туда добавляем все остальное. Так, теперь можем обжарить морковку. Так, на чем остановились-то? Транспортный конкурс. Да, конкурс, ага. Объявили конкурс, потом меня уже приглашают, говорят: вы прошли. Мне пришлось уже уходить с транспортной милиции, там с ребятами я уже как-то сработался, все нормально было, а тут уже уходить надо. Что поделаешь. Любил я природу, ходить на природу, а там как раз все это с этим делом связано. Вот. Так я пришел в это подразделение, это было третьим подразделением в разрешительной системе МВД Республики. Да? То есть там контролировали оружие одно подразделение, второе контролировало охранную деятельность, и третье экологическая милиция. Тогда так только начиналось. Да? Позже уже экологическую милицию уже по административным нарушениям направили, Абасприаз потом назвали ее, да, и это подразделение, оно отделилось. И меня тоже опять-таки мой начальник, Степанов Гаврил Романович тогда был, приглашает и говорит: Василий, давай оставайся у нас, ты у нас как бы себя показал, попросил меня, да, по контролю за оборотом оружия. Это тоже моя тема. Я долго не думая согласился, остался, и после этого я уже очень долгое время, вплоть до увольнения, ухода на пенсию, я работал в разрешительной системе. Работа мне нравилась, потому что работать приходилось с людьми. У нас в Якутии очень много охотников. Вот. Таким образом, я, наверное, я в том числе. Да, с очень многими людьми в этом деле и познакомился. Мы контролировали оборот оружия, тоже выезжали на все вооруженные преступления, которые совершались у нас. Не дай бог, да, что поделаешь, жизнь есть жизнь, всяко разное происходит, к сожалению, да. Вот. И контролировали оборот, тогда еще контролировали оборот взрывчатых веществ. Вот. Проработав определенное время, уже в конце нулевых я ушел на пенсию. Почему так быстро? Это год за полтора, год за два, да? Год за полтора, год за два, это получается у меня 16 календарных лет выслуги получилось, да, это календарных. И я уволился на пенсию. Почему? Потому что, наверное, да, я еще тогда молодой был, у меня и отец, и тесть, вся семья в органах работали, да. И они мне говорили: Василий, чем раньше уйдешь, чем больше ты адаптируешься к гражданской жизни быстрее, да, и, может быть, чего-то добьешься в жизни, как бы другого чего-то. Можно что-то попробовать. Да. Так, интересно. Так, давай сначала положим, вот это немножко отложим, да? Давай. Или отключи пока. Можем отключить, да. Не, ты это в стороночку отложи пока, Да. чтобы она не грелась. Лучок, он быстро сейчас прожарится. Мы давай в противень. Где у нас противень? Противень вот у нас. А у нас уже это замариновалось. Да, замариновалось. Можем сюда положить. У нас все быстро много, потому что... Так, короче, есть такие у меня свои правила, да? Ложить крылышки вот Определенным образом, да. косичками, ага, потому что вот эти вот фаланги, они очень быстро обжариваются и прогорает практически. Поэтому я их вот так вот внахлёст ставлю. Да. Иногда время, когда есть, то вообще их как бы красиво такой косичкой укладываю. Это особенно, когда вот
в походах решеточка же есть там. Да-да-да. Да, и вот в ней красиво вот таким образом я укладываю. И здесь можно вот, главное, чтобы оно входило под большой фаланг. Вот. Ну, а эту как-то вот так, чик, засунуть, да? А вот его можно вот так вот поставить. Все. Все, мы это вот так покажем. Еще? Да. Кладем. Так, да, можно положить, потом, когда чуть-чуть обжарится. Так, надо засечь время 15 Так, минут. я положил, смотри, сделал курицу, Ага. сделал 180 градусов, Ага. ну и время мы будем смотреть ну, Хорошо. Минут самостоятельно. 15 примерно. Ага. Курица, она готовится быстро. Так, теперь мы обжариваем дальше наш лук. Ага, а я уже включаю вот это. Давай, включай. Тоже на максималочку. Ага. А, она еще даже не остыла. Значит, ты пошел на пенсию. Ушел на пенсию. Ушел. Ага. Вдался в бизнес, ну, как бы, как все, наверное, после чиновничьей работы или в органах. Попробовать пытаются что-то другое, Да, другую попробовать стезю, что-то да? другое, да. Ну, проработал там лет десяток, наверное, да. Понял, что такое бизнес. Вот. Ну, я до того, как это все, пандемия пришла, меня пригласили как-то в МВД. Я еще вот командиром же был, да, подразделения, когда в школе милиции учились. Когда мы уже выпустились, я все равно остался, наверное, как ответственность такая осталась, то, что ты командир, людей должен собирать, да. Я группу, вернее, сохранил все связи с нашими выпускниками. Первый выпуск, это мы считаем легендарный первый выпуск, как в школе милиции нас называли, да. Сильный отбор был, ну, это такой мощный, сильный курс был. Сейчас ребята, часть работает, часть уже давно на пенсии. Вот эту группу я держу. И как-то мы отмечали свой юбилей выпуска, не помню, какая уже это годовщина была. И министр заметил, руководство заметило, что вот такой активный бывший сотрудник тут всех собирает, тут со всеми там командует тут. И меня потом приглашают в МВД и говорят, у нас вот как раз подходит срок полномочий председателя Совета ветеранов, Анатолий Егорович Генеров тогда был, да, и попросили меня выдвинуть тоже свою кандидатуру. А там у нас выборная система идет. Ну... То есть есть ячейки в каждом районе, и каждая ячейка подает свой голос. Еще и в городе Якутске тут большое подразделение, поэтому идут уже представители, по 10 представителей. Вот, поэтому мы прошли голосование, приняло кандидатов 8. Там, ну, большие руководители были, кто-то там полковники, подполковники. А у меня звание всего-навсего майор. Ну, не знаю, наверное, я успел в свое время пообщаться со многими. Выбрали меня. Сказали, мне как-то еще неудобно было. Говорю, как это вы выбираете меня? Я же молодой, говорю, да? Давайте как так, да? Ну, как так-то? Там ветеранская организация, там же как бы пожилые, ну, люди в возрасте в основном как бы двигают это дело. О, отлично. Слушай, Можно выключить? Выключить? Да. Слушай, ну вот сейчас с выбором неоднозначные вообще, да, отношения. Ага. Кто-то там выборные организации, там кто-то там какую-то деятельность ведет, листовки расклеивает. Ты что-нибудь такое делал, чтобы тебя выбрали? Да. Или просто заявку подал и сидел, ждал так? Нет, ну, я должен был свою программу подготовить, да? Ну, понятно. Разослать это То есть, да, во все что ты будешь районы. делать, если в том случае, если тебя предвыборная программа? Да, предвыборная программа. Как бы, Так. да? Ну, агитацию не вел? Или там агитацию? кому-нибудь звонил, там УЛУС, говорит, эй, пацаны, давайте-ка за меня. Там, Я лично ничего не делал. Я наоборот хотел, чтобы выиграли, ну, другие, наверное, да, чтобы, ну, понятно было. Ну, желающих много. То есть, я так, 8 человек. Я так понимаю, что, ну, если люди хотят туда попасть, ну, какие-то привилегии дают, или это что-то дает? Что это дает вообще? Это Привилегия просто, наверное. Что это за должность, да? Что нужно делать? Ну, тогда начни с этого. Ну, наша ветеранская... Почему люди хотят им стать, да, председателем? Ну, руководитель – это всегда должность заманчивая, наверное, да? Когда ты являешься руководителем чего-то. В основном, да. Но может быть, да. На самом деле, в этом деле, ну, ветеранской организации, да, руководитель ветеранской организации – это очень большая ответственность, да. У нас все-таки люди пожилые, да, многие уходят с этой жизни, организовывать надо это все дело. Потом много социальных, бытовых проблем у наших ветеранов, да, есть очень много инвалидов,
Ну и, наверное, продолжительность жизни у наших ветеранов не такая большая, потому что, ну, работая, ну, особенно в 90-х годах, да, это сложные же периоды Работа были. Да. особенно, в Да. первую очередь, психологически. Да, да, да. Даже люди в 50-60 лет очень быстро Выгорают. Выгорают, ага. Вот. Поэтому таких социальных проблем очень много. И эти вопросы тоже как-то пытаться решить надо. Надо организовываться, людей собирать вокруг себя. Но самое главное, мы организовываем мероприятия характера отдыха. Ну, то есть, как бы, Только вокруг этого люди собираются. Как да. провести досуг? Да. Ветеранов как-то сплотить? В основном вот через такие мероприятия мы приглашаем к себе людей, люди приходят. Таким образом, вот очень хороший председатель Совета ветеранов у нас в городе Якутске, Галина Константиновна Баишева, она организовала ансамбль, «Созвездие» называется. Вот. И они танцуют, поют, ну, много чего у них там есть, да. И Но таким образом они... Вокруг каких-то интересов, то есть Да, люди да, сплачиваются, да, сплачиваются вокруг интересов. Естественно, таким образом, сплачиваясь, они уже как-то помогают друг другу и в социально-бытовых проблемах. Вот. Ну, мы, конечно же, хотим, чтобы наше ведомство тоже как-то процветало, работало нормально, да, чтобы сотрудники тоже... Сотрудник полиции, прежде всего, это же человек. Ну, Это наши да, братья, да, сестры, все мы да. люди, скажем А так, то привыкли тут нас немножко втаптывать иногда, да? Наверное, почему? Потому что ну, законы выполнять надо, а контролировать надо, а не всем это нравится. Вот. И прав у нас не так много. Я помню, в 90-х годах, например, с применением оружия или физической силы очень сложно было. Там, прежде чем ты применишь физическую силу или оружие, это в тебя должен воткнуть нож этот преступник, после чего ты должен отреагировать. Ну, это я слишком грубо, конечно, сказал, но вот статьи 13, 14, вот, где применение физической силы, социальные гарантии, в старых законах о милиции именно вот так вот и гласили. Сейчас немножко построже, видимо, стало. Вот. Ну и мы работаем еще над тем, чтобы в наше ведомство, в МВД, приходили новые сотрудники. Да? Так, теперь осталось чесночка добавить, посолим, и в принципе салат уже будет готов. Так. Семен вот как раз нас научил. Соль. Так, где у нас тут есть? перец? Тут у нас... Так, это, видимо, черный перец. Ага. Черный. Чуть-чуть, да? Хоп, хоп. Пойдет так мелко? Пойдет. Так, отлично. Ага. Так, и посолить. Он такой сытный, теплый салат получится у нас. Нет, перца надо еще добавить. Прямо глазами чувствуешь, да? Видишь, что Да, мало. да, мужской салат же. Ну. Так, чесночка добавляем, перемешиваем, и все. У нас остается крылышки, чтобы приготовились. Да, В принципе, крылышки мы да, ждем только. мы уже близки к финишу именно по салату. Служба службой. Ну, кроме этого, у меня еще есть увлечение. Вот я про них тоже хотел спросить, да. Да. Я тебя встречал в горах. Ага. Да. Горы, это что для тебя? Как Ну, ты туда горы, пришел? горы меня заманили. Как ты туда пришел? В общем, началось все с того, что мы в 2018 году отмечали столетний юбилей якутской милиции. И у нас есть такой очень боевой товарищ Геннадий Гаврилович Алексеев, легендарный опер, ну, очень уважаемый человек у нас среди милицейской среды. Вот. И он мне говорит, давайте к столетию якутской милиции какую-нибудь гору назовем, как бы, да, либо там что-то поход какой-то сделаем, автопробег там. И потом, оказывается, у нас тогда председателем или президентом Федерации спортивного туризма был наш бывший тоже сотрудник, то есть он пенсионер, Сергей Юрьевич Осипов. Вот.
Он любитель этого дела. Мы его пригласили, поговорили, он так загорелся, говорит, вообще супер идея. И мы уже Геннадию Гавриловичу говорим, обозначить на карте, какую гору мы можем поехать. Он уже, Геннадий Гаврилович, он работает в службе спасения. Он все эти Благо дела гор прекрасно знает, да. И мы уже вот по восточной Хандыге находим одну гору высотой 2400 метров примерно, по-моему. Не да? слабо. Так. Ну, не совсем высокая, но и не совсем низкая гора, да. Доехать туда очень сложно, и мы начинаем организовывать как бы проект. Согласуем это с руководителем нашим, министром внутренних дел Прокопенко Владимиром Николаевичем. Он увидел это дело, ну, ради столетия, ну, почему бы и нет. И мы мощную такую бригаду собрали и выехали. Ну, сколько нас? 24 человека. Так, подожди, а это же горы, они не терпят ни одной ошибки. Да. То есть подготовка как Совершенно шла? верно. Мы готовились примерно год, готовились физически, теоретически. Ну, кто-то вас готовил, наверняка? Вот, Да, то есть... у нас, мы тогда еще с Цепандиным Георгием Ионовичем не познакомились, вернее, я с ним-то лично знаком был, да. В этом деле мы его когда пригласили, у них запланирован был другой поход, да. Поэтому он так советами только нам помог. А Осипов Сергей Юрьевич, он организовал все наши подготовки, все вот эти вот, как бы моменты, да. Мы тогда с Сергеем Юрьевичем выехали, ну, Геннадий Гаврилович с нами тоже был, Алексеев. Выехали, на машине мы не смогли добраться, приблизиться, и поэтому оставили. До подножия? Да, до подножия не смогли добраться. А какое время это было? Это осень. Самое Август. Самое даже. благоприятное. Мошки Да, нету, да, вроде да, не прохладно. да. И погода вроде как Да. еще ветра. Нам нету. очень повезло, то, что дождей так массивно не пошли, мы Да. потому что на Уралах заехали уже. Могла любая речка вспухнуть и все. Конечно. Так. Успели все сделать, оставили машину. На следующий день мы группой уже вышли. И с утра где-то с 9 мы начали поход. И в час штурм, ага, и в час ночи только вернулись. Мокрые, уставшие, там кто-то уже мозолем натер. Да, Но зато мы там наверху побывали, отметили, что это к столетию якутской милиции. Ну, все довольны. Традиционную это оставили, да? Да, там записка обязательно, колбу да, оставляется записка. Там никакой записки не было, мы были там первые со своей запиской. Вот я про это и говорю, да. Когда ты поднимаешься на пик, ну вот именно такое же, что очень часто это бывает, что ну вот первооткрыватель там Антарктиды или там Северного полюса пришел, там уже флаг такой, да ё-моё, ну вот Да. типа такого, да, моменты. Вот с этих пор как бы мы уже увлеклись горами, потом я отдельно уже начал, идея у меня возникла сына туда как бы завлечь, потому что у меня сын рос тогда, и я с ним уже начал в походы ходить, мы и на сплавы ходили, и просто на охоту, и просто как бы на рыбалку, везде я с собой таскал, маленький он тогда был еще. В то время мы уже параллельно, это все делается для развития своего сына, да? Начал заниматься хоккеем. Так, и к этому второе увлечение, да? Да. Прикрепилось. Ну, хоккей. Мне этот друг мой предлагает, говорит, вот у тебя же, мой сын с 8 лет занимался хоккеем, ну, года 3-4, по-моему, он занимался, а потом поменяли тему, он на плавание пошел. Там, и, Как у них команда называлась? Северные там что-то волки? Полярные волки. А, полярные волки, Да. северные волки, говорят. Ну. Салат готов? Салат готов. Да. Так. Может, за рыбу же еще возьмемся или как? Можем рыбку засолить, мы, да. Мы успеваем. Мы успеваем. Ну хорошо, да, Нам можно нужно сейчас крылышки, вытащить крылышки, ага. Да, Давай предварительно его посмотришь? сюда поставим. В принципе, ага, нормально. Надо красоту навести. Марафетик, да? Да. Так. Немножко Я это, пока это прикрою. косметику, да? Кисточка же есть у нас, да? Кисточку, да, и Вот, приготовили. отлично. Так, и растительным маслом. Делается таким образом. Так, надо немножко подмазать. А, вот так, чтобы... Вот. Ну, красота, красиво будет. Наряд, да? Да, надеть? после этого мы ложим обратно и немножко Чуть-чуть. там, ага, чуть-чуть, по чуть-чуть. В этом месте оно покраснеет немножко. Мгм. Вот такая желто-красная такая красивая корочка появится. Слушай, ты про хоккей начал, как говоришь, из-за сына, да? Да, у меня друг Федя Атаков, тоже бывший сотрудник, мы вместе работали. Он увлекся этим давно и как-то меня давно уже приглашал, говорит, и говорит, у тебя сын же, говорит, играл в хоккей, давай, приходи. Сам тоже попробуй. Да, сам тоже попробуй. А я говорю, на коньках даже стоять не могу, не умею, а ты меня еще туда хочешь. Кладем пригласить». обратно? Да, кладем. Сейчас, секундочку, подождите-ка, я тут ревизию сделаю. На, В вилочку принципе, тебе.
готово практически. Ага, отлично. Проверка. Ничего, уже прозрачный сок. Пару минут и все, вытащим, уже готово все будет. Так, и мы как-то пришли, а они играют в хоккей, оказывается, тогда они с 12:30 ночи занимались. Это ночной хоккей. Ну, то есть, потому что времени нету, и Да. сами это себе так. Так, ну пока мы ждем, может еще что-то приготовим? Ну, так рыбу же хотели взяться. Ну давай рыбку. Где? Поднос принесли, да? Поднос О, чистый есть, ага, отлично. рыба. Да, можно наша на ждет. скорячок рыбку Чуть-чуть. приготовить. Ну, давай чуть-чуть. Нож у нас чистый, ну, можешь якутским брать. Ну давай якутским попробуем, ага. А что он без работы, без дела. Он уже без кости, по-моему, да? Так, и Так, ну и пришли, посмотрели на этот хоккей, смотрю, у сына глаза загорелись. Да, интересно стало. да, и ему интересно Вот стало, сюда а я такой не умею же в этот хоккей играть. Ну, вернее, мы все во дворах в детстве играли, но такой хоккей, который... На озере, скорее всего. Да, но мы на коньках, мы не катались, мы же в валенках бегали и вот играли раньше в хоккей. Вот. Сыну понравилось, и я решил, ну давай попробуем. Мы нашли форму, я одолжил у друга и решили как бы попробовать. Первый раз, когда на лед вышел, я вообще там все время падал. И мне такой сын говорит, ну пап, папка лежит такой, сейчас встану. Стою и как-то пришлось силу воли включить, наверное, да, для того, чтобы перед сыном не опозориться. И мы ходили практически, все тренировки вообще не пропуская ходили. Года, сейчас уже 3-4, наверное, даже больше мы занимаемся этим хоккеем. Прямо тренировки даже, да? Да, Семейные. обязательно. Вот, Сыну сколько уже? Сыну уже 22 года, он уже успел отслужить в армии, а тогда он еще в школу ходил, ему тогда, не помню, что ли, 16 лет было, да? И смотрю же, молодежь, они сидят в интернете, в компьютере все время, да, там что-то да. там долго-долго. Я говорю, Есть такой грешок. Да. Сын говорит, ну займись чем-нибудь, ну нельзя же так долго сидеть. А когда хоккей, все у него загорелось, и мы увлеклись этим от и до. И теперь каждое лето ждем, когда у нас ледовый корт откроется. Сейчас радуемся, то, что вот везде у нас в республике, в некоторых городах открываются ледовые корты. Сейчас районы тоже очень сильно начали развиваться, да. Например, Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский район. У них уже свои ледовые корты, Хангаласский район, да. В прошлом году в Хангаласском районе, Мегино-Кангаласском районе, когда они проводили туры, в Усть-Алданском, у меня сын даже стал лучшим игроком, за что ему подарили бензопилу. Вот, Вот, то есть да, призами уже. да. И команды Мегино-Кангаласский и Усть-Алданский очень сильно сейчас стали развиваться, что очень радует, что... Так, ну, рыбу, наверное, мы не всю сделаем, да? Давай не всю, Да, слишком. нам же как бы Просто мужикам покажем всю. тут. О, вот, Отлично, о, видите, красота. то, что должно было получиться. Да, подостынет. Духовку Можем мы еще закрываем, соус мы ее приготовить. выключаем. Обычно я рыбу солю малосолка, да, вот пополам делю рыбу, очищаю и Вот так пойдет? давай, сыпь. Вот так. Ну, по засолке, наверное, это меня мама научила. Так вот делаешь. И вот такой-то, пятиминуточка. Да. Пятиминуточка. Чтобы быстро-быстро процесс пошел, да? Да. Слушай, ну не могу не спросить еще один вопрос, да, про горы все-таки. Самое такое мощное восхождение ваше. Немножко. Так, ну это восхождение у нас уже... Самая высшая точка. Да, мы в прошлом... Я горжусь, вот перебью, я горжусь тем, что я был на второй самой высшей. В прошлом году с моим братом были, да, Мусхая были, да. А вы побывали На первой, на первой. да. Расскажи. Так, дело в том, что у нас в Якутии существует такая гора, называется Победа. Ее назвали в 1945 году в честь Великой Победы, победы в Великой Отечественной войне. Да? Никто не знает, я когда к своим генералам в Москву созвонился, им сказал, доложил, говорит, при чем тут Якутия, да, так далеко, да, и победа в Великой Отечественной войне. Я ему говорю, где у нас закончилась Вторая мировая война? На Дальнем Востоке. Так. Наша гора является самой наивысочайшей точкой северо-востока Сибири. Так, есть. Да, Да. и Якутии, соответственно. Ну, не считая Камчатки.
Ну, естественно, самую высокую точку Сибири мы назвали горой Победа. Вот. И в честь 75-летия мы подготовили проект, мы к этому проекту готовились 1,5 года, готовились как и физически, да, там постоянно надо было спортом заниматься, ну, мы как раз хоккеем занимались, скалолазанием занимались, вот, постоянно теория, практика, мы с собой, когда занимались, брали с собой, ну, пацанов, вот с кадетов брали с собой, да, ну, как бы мы же ветераны, да, мы должны же, как бы, и молодежь, как бы, охватить, да, студентов брали, у меня сын студент, он со мной ходил, тоже учился, со своими друзьями тоже ходил. Таким образом, я, знаешь, что предлагаю? Пока стоишь, вот рассказывай и сервируй, давай, уже потихоньку. Спроектировали, защитили и, получив финансирование, мы выехали в эту гору. Отбор команды очень серьезный был, у нас руководителем является Цыпандин Георгий Ионович. Мы внутри своего совета открыли военно-спортивный клуб «Орьон». Это вот еще с тех первых наших восхождений, ну, чтобы заниматься спортом и туризмом, да, мы свой клуб открыли, ветеранский, «Орьон» называется. Руководителем туристической части является Георгий Ионович Цыпандин, врач-травматолог, очень заслуженный человек, все отлично. Так, это все дело перемешиваем и туда добавляем кетчуп. Так. Сюда? Да, можно вот, давай сначала это, вилочка. Отлично, спасибо. Так, вот, ну, восхождение мы приурочили к 75-летию Победы сложное, 5-й категории сложности. Есть 5 категорий сложности, есть еще 6-я категория сложности, она считается 6-я невозможная категория. Туда в оценочную входит расстояние и сроки прохождения. И, ну, то есть быстрота, да, скорость. Да, скорость. Не, наоборот, чем дольше находимся, чем как бы сложнее считается. Да? Все равно же как бы люди, которые в природе находятся, они стараются по-быстрому домой добраться. Да? Дамки, да? Ага. Да, а из-за сложностей ты можешь задержаться. Можно вот сюда ложечкой или вилочкой туда вот капнуть. Вот так, да? Да. Так, хорошо. Еще. Еще. Побольше. Не жалеем. Да. Так. И вот. И еще и степень вот этих сложностей, количество переходов, высот, сколько ты перешел, перевалов, сколько ты перешел. Тоже это все суммируется. Потом мы отправляем это в Новосибирск, там комиссия рассматривает, фотографии отправляем, там целая научная работа делается. После этого этому маршруту нашему присуждается категория сложности. Категория, да. Да, этот маршрут да, оценка. Мы назвали маршрут Цыпандина, потому что его разработал Георгий Ионович. Так. Ты тут ни при чем был, по-моему? Я тут ни при чем. Он просто мой родственник и мой брат. Ага, вот. Георгий Ионович, который, кстати, тоже меня сподвиг на горы в свое время. Вот. Лет 15, по-моему, назад. Давай присоединяйся в наши походы. Подготовки у Георгия Ионовича очень серьезные. Мы зимой, когда готовимся, проходим по 15-20 километров по полнейшим сугробам, с рюкзаками, с тяжестями, минус 25, 30, 40 градусов. Все это как бы Я знаю, что вы в прошлом году даже иглу строили. Да, иглу строим, готовимся жить уже в таких избушках. Так, ну, в принципе, у нас уже все готово практически. Все готово, да. Наши горы очень еще сложны тем, что порода скал такая, она хрупкая, она рушится, да. Наверх поднимаешься, все обветрено, и вот такие вот острые скалы. Держишься за вроде бы огромную скалину, а она раз и шевельнулась, живая, ага. Да. И она падает, еще волочет за собой другие камни, еще и лавина может сойти от грохота. В общем, вещь такая серьезная, но красота там неописуемая. Когда мы поднимались наверх, мы около 140 километров именно по высокогорью пешком прошли. Рюкзаки у нас не менее 40 килограммов, 40 там с лишним килограммов, да. Это представляешь, в гору подниматься, да? Ну, на основной штурм мы, конечно, пошли без рюкзака, ну, только веревки, альпснаряжение только взяли. Налегке, да. А в основном-то мы вот эти 120 килограммов с этими рюкзаками ходили. Рацион питания 500 граммов в сутки.
На человека расчет. На человека расчет, ага. И ты должен как-то ужиться. Там рассчитывается тоже по-научному, колораж, там все, как бы, все, каждая граммовка высчитывается, чтобы человек, может, как-то физически ну, готов был дальше двигаться. Так, ну вот, 5-я категория сложности, да, мы ее защитили. Каждый грамм считается. Вот, рюкзак, например, у нас весит, ну, я говорил, да, продуктов, ну, если ты свое снаряжение берешь, килограмм 20-25, да, туда еще сверху альпснаряжение добавляется, общие, да, вот эти вот веревки. И то, что всякие, ты должен да. съесть, это то, Да, чтобы сходить и вернуться. Еда твоя, Расчет, да, и еще и газовые баллоны, потому что наверху ничего не растет вообще абсолютно. Да. Вот выше 1,5 километра уже ничего не растет. И в этих условиях мы 2 недели. Воду вскипятить, кашку там сварить. Да, это с собой баллоны таскать надо, как бы, ну, вся провизия должна быть быстро готовиться. Ну, Вот. как говорится, честь вам и хвала людям, которые ходят в горы. Да, я сам тоже много где уже бывал. Конечно, могу сказать только, согласиться только и сказать, да, лучше гор могут быть только горы. Конечно. Так что, Вася, да, спасибо за то, что ты был сегодня нашим гостем. Смотри, ты очень много чего приготовил. Давай салат уже, да, немножко Вот. посервируем. Я тарелочку тебе дам. Давай общий сделаем салатики и этот тоже чуть-чуть положим. А этот пусть уже сам по себе вот так стоит. Да, это можно уже как бы вот так вот. Что стоит. Ну что, Можно было, конечно, с зеленью приправить, но я думаю... и, конечно, давай пробовать. Ну, давайте. Давай Давайте пробовать. с крылышек начнем, да? А я почему-то с рыбы хочу. Ну, давай. Рыба, она легкая. Рыба, она легкая. Угу. Рыба прелесть. Да, отлично. Салатик Все горячий. подоспело. Как ты говорил, обжорка? Обжорка. Ребята, Какой салат? обжорка. Мой самый любимый салат. Я очень много съел такого. Да, я же говорю. Красота. Но Ну и очень крылышко. сытный. Да. Я возьму сейчас крылышко, а тебе дам слово, чтобы ты все-таки скоро день милиции же, да, накануне Дня милиции. Пожелание нашим телезрителям, может быть, коллегам, какое-то пожелание. Да, вот на эту камеру, пожалуйста. Так, ну, уважаемые ветераны органов внутренних дел, дорогие наши сотрудники, от всей души вас поздравляю с наступающим праздником. День милиции для нас это вот как Новый год, наверное, да, для тех сотрудников, которые еще с советских времен работали. Мы сейчас все собираемся, обязательно отмечаем, вспоминаем друг друга, вспоминаем те моменты, когда очень много смешных моментов, конечно, только остаются вот такие вот положительные эмоции, да. Все-таки мы же молодые тогда были, да, много чего не умели и как-то несуразно много чего выходило, да. Может быть, да. Да, может быть, ага. Вспоминая это, мы, наверное, еще возвращаемся в те времена, молодеем. Я смотрю, как с удовольствием общаются наши ветераны, которые уже в пожилом возрасте, как они соберутся за чашкой чая, они становятся как вот юноши, вот пацаны совсем, да, смеются, шутят друг над другом, вспоминают вот эти моменты, там, и женщины, и мужчины. В общем, ну, такое благое дело у нас, да, в ветеранском движении, то, что мы даем людям немножко помолодеть, собравшись вместе, ну, решаем, конечно, социальные вопросы, проблемы. Вот. Ну, еще раз хочу всех поздравить, пожелаю вам крепкого здоровья, сейчас особенно вот во время пандемии, да, вот. Ну и радости от успехов своих родных, наверное, да, и много-много светлых и счастливых дней. Спасибо вам всем. Ну, а Вася, тебе спасибо за то, что был гостем, Спасибо за тебе. интересный Да. рассказ, за интересную беседу, за вкусняшки, которые мы сейчас за кадр идем и будем еще дальше продолжать все это кушать. Ну, а я, Петр Цепандин, на этом потихоньку с вами прощаемся. Программа «Просто вкусно», Якутия-24. Смотрите нас в субботу и воскресенье, 18:15 у нас премьеры. Всего доброго, друзья!